Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Здравствуйте. О эпидситуации на сегодня, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается в Якутии напряженной. За сутки в республике госпитализировано 141 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. В Якутске это 67 человек, в районах республики 74 человека. Днем ранее 123 человека. Незначительно имеется рост именно тех, кого мы госпитализируем с диагнозом новая коронавирусная инфекция. В основном среди госпитализированных у нас лица не вакцинированные, лица старшего поколения, а также дети, а также лица, те, кто не был вакцинирован, с осложнениями по заболеваниям. Обращаем внимание на необходимость соблюдения данной категории граждан, прежде всего норм, которые установлены ограничительные, и соблюдением и контроль за собственным здоровьем, ну и также принятие решения о необходимости вакцинации в целях того, чтобы облегчить более легкое течение заболевания в последующем. За сутки в республике госпитализирован 31 ребенок. В целом за последние сутки выявлено 3381 случай инфицирования коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 3314. Необходимо обратить внимание на небольшие темпы снижения роста выявленных инфицированных при оставшемся и даже увеличенном количестве тестирования по территории всей республики. На настоящий момент определенного рода движение пошло с точки зрения коронавируса в районы нашей республики, тем не менее остается под особым контролем и столица республики. Кроме того, необходимо обратить внимание, что система здравоохранения в полном объеме осуществляет лечение заболевших людей. У нас увеличивается количество выздоровевших. За последние сутки выздоровело 2403 человека, накануне это было 1521. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на увеличение количества этих выявленных случаев и скорость распространения, пока медицинские работники у вакцинированных людей, либо ревакцинированных, в зависимости от стадии, отмечают легкое течение заболеваний. Для невакцинированных людей сохраняется угроза тяжелого течения заболевания, и это мы видим сегодня уже на анализе 4 недель. Прежде всего, необходимо обратить внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации на территории республики. И если сегодня первым компонентом республики у нас привито порядка 80% взрослого населения, то ревакцинацию прошло лишь только 54% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы хотим от имени оперативного штаба обращаемся к вам с необходимостью ревакцинации. Независимо от того, что ваш сертификат, в котором имеется в наличии QR-код, действует 1 год, тем не менее обращаем ваше внимание на то, что ревакцинацию необходимо пройти через полгода. Необходимо обратить внимание, что у нас в республике продолжается и, соответственно, вакцинация детей. С 28 января мы обращали внимание на то, что 720 доз поступило на территорию республики. Часть из них осталась в Якутске, часть распределяется в районы республики. На настоящий момент прививку получили 88 ребятишек. Также приглашаем на детскую вакцинацию, которая проходит в отдельно стоящем здании, соответственно, в котором принимают врачи при наличии письменного согласия родителей. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Коротко о главных темах выпуска. Ответы на проблемные вопросы. В Якутске начальник управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку встретился с гражданами. Работа в период пандемии. Национальная библиотека принимает ограниченное количество посетителей строго по предварительной записи. Глава Алекминского района провел отчет перед населением в дистанционном формате.
Представители Комитета по делам Арктики и профильных министерств региона в режиме онлайн обсудили сотрудничество в сфере обеспечения продовольственными товарами арктических районов республики в рамках Северного завоза. Одним из самых перспективных и выгодных направлений может стать маршрут Петербург-поселок Черский по Северному морскому пути. Эксперты считают, что в целом за сезон можно будет доставить не менее 9 тысяч тонн продовольствия и других грузов. Ранее сообщалось, что в 2022 году объем поставок из Петербурга в Арктику превысит 300 тысяч тонн. Объявлен конкурс среди педагогов, посвященный столетию образования Якутской ССР. Прием заявок начнется 5 марта. Принять участие могут педагогические работники со стажем не менее 5 лет, которые ведут программы основного, общего и дополнительного образования, в том числе ведущие программы наставничества. Жюри будет учитывать достижения учащихся, эффективность использования современных образовательных технологий. По итогам конкурса определят 100 лучших педагогов, которые получат специальные премии по 100 тысяч рублей. Прокуратура организовала проверку по информации о нарушении прав детей при организации питания в детском саду «Красная шапочка» в Нерюнгри. Вчера СМИ сообщили о том, что родители обратили внимание на качество питания после жалоб детей на боли в животе и проблемы с кишечником. По их словам, в детском саду уменьшились объемы порций, используются некачественные продукты питания, а также подменяются блюда. Так, вместо фруктов детям на завтрак давали молоко. В прокуратуре заявили, что этой ситуации будет дана оценка и при наличии оснований будут приняты необходимые меры. В прокуратуре республики продолжается прием граждан. Сегодня в Якутске начальник управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку Андрей Мандахонов лично встретился с гражданами и ответил на проблемные вопросы. На встрече присутствовали прокурор республики Максим Попов и руководители контрольно-надзорных правоохранительных органов и организаций. Помимо очной встречи граждане обращались и по видеоконференц-связи. По итогам приема начальник управления Андрей Мандахонов поручил по всем нарушениям прав незамедлительно организовать проверки и принять эффективные меры. С учетом суровых климатических условий для жителей республики особо актуальными являлись вопросы обеспечения надлежащего температурного режима в жилых помещениях. Потребовали разъяснения вопросы, связанные со сменой управляющей организации, обеспечения горячим водоснабжением. Участник долевого строительства, проживающий в Чурапчинском районе республики, сообщил о нарушении сроков завершения строительства проблемного объекта, расположенного по улице Ленина, села Чурапча. Затронуты заявителями вопросы реализации трудовых прав. Поводом для обращений граждан стали также вопросы нарушения разумных сроков при расследовании уголовных дел, проведения процессуальной проверки по фактам хищения денежных средств. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Национальная библиотека обслуживает читателей только по предварительной записи. Так, в день читальные залы библиотеки приходят не более 150 человек. Для маломобильных граждан сотрудники Национальной библиотеки еще в прошлом году запустили проект «Библиомобиль», в рамках которого 2 раза в месяц они развозят читателей книги и журналы по адресам. Всего состоялось более 100 таких выездов. В Москве прошла презентация Татинского улуса в рамках второй художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия». На главной площадке выставки «Уникальная Россия» в гостином дворе звучали якутские песни, отрывки из Олонхо, зрители угощали северными деликатесами. И по традиции презентация Якутии закончилась, конечно же, нашим традиционным танцем асохаем, танцем дружбы и объединения. Таким масштабным представлением делегация из Татинского улуса решила отметить сразу несколько юбилеев. Это и 100 лет образования ЯССР, а также 110 лет со дня появления Татинского улуса. И творческим перформансом якутянам удалось удивить москвичей. Очень понравилось, очень необычное. Да, особенно девушка понравилась, которая играла вот на этом вашем и горловое пение. Восторг. И очень вкусная рыба у вас. Очень интересные, очень красивые наряды у вас, обычаи, угощения очень вкусные. И замечательно снят видеофильм с красотами. Все там, и северное сияние, и красивая природа. Ездя по регионам, смотря как презентуют свои регионы, я вот сейчас был впечатлен, как Якутия презентовала себя. То есть это красиво, ярко, интересно, насыщенно, оригинально. То есть я очень люблю Якутию, хочу ее посетить.
Вот, надеюсь, в этом году уже будут. На выставку татинцы привезли не только концертные номера, но и работы своих народных мастеров. Их объединили в большую красочную экспозицию, которая привлекала всех посетителей форума. 42 кузнецов и мастериц отправили свои творения. Вот на выставке мы назвали свою выставку «Из-Уз-Саха». Это декоративное прикладное искусство народа Саха. Представлены все виды работ, начиная от косторезного искусства, заканчивая до конского убранства. Посмотреть на работы татинских мастеров можно еще в течение недели. Также в рамках форума наши земляки проведут мастер-классы по игре на хомусе и бисероплетению. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. В этом году в Алекминском районе отчет главы района перед населением прошел в дистанционном формате. Такое решение принял оперативный штаб района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Подробнее в следующем материале. В Алекминском районе завершается отчет главы района перед населением. Из традиционного очень много вопросов, а вот форма проведения использовалась впервые в режиме онлайн. На уровне оперативного штаба республики, оперативного штаба района было принято решение о проведении отчетов в дистанционном формате, максимально ограничив выезды как за пределы района, так и внутри, особенно по отдаленным труднодоступным наследям, для того, чтобы исключить риски завоза, а тем более распространения этой инфекции. Ну, конечно, такой формат, он не совсем привычен для основной массы населения. В отчете принимает участие и Тяньский национальный наследник. Конечно, жителями был бы более востребован формат традиционный, в первую очередь из-за качества интернета. Этот режим для нас непривычный. Мы хотели увидеть руководство района в Тяне, селе Тяне. У нас много вопросов есть. Ну и мы и население, да, интернет, то есть интернет у нас нестабильный, у нас эти отдельные тарелки стоят, и возможности у населения участвовать, да, не у всех. А какие основные вопросы у жителей вообще? У нас основной вопрос – это строительство многофункционального центра, то есть Дома культуры, и еще есть вопросы по берегозащитному сооружению, то есть по дамбе, и текущий ремонт дорог. По зимнику есть вопросы, есть по расширению. С более близкими наследниками разговор состоялся более основательный. Акцент на вопросы, которые решают проблемы общего характера, и их много. Важно и то, что сейчас у населения есть четкое понимание зон ответственности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.